школа селения Сурхахи функционирует с 1983 года. На этом месте, где мы видим новое здание, находились 3 ветхих объекта, которые больше собой напоминали бараки. Были рассчитаны на 120 ученических мест, а по факту здесь обучались более 450 детей в 2 смены. В 2020 году правительством республики было принято решение снести старый объект и на его месте возвести новую альма-матер. Сдать и завершить объект планировалось спустя 3 года, мая 23-го. Правда, по ряду причин, как объясняют Минстрой и подрядная организация, сроки сдачи объекта были нарушены. На просторах социальных сетей начали появляться статьи с жалобами от родителей учащихся Сурхахи. Возмущаются, что строительство нового учреждения, изначально рассчитанное на 3 года, затянулось почти на 4. Это обращение – крик души всех тех, кто уже 4 года ждут открытия школы Сурхахи. Мы пытаемся достучаться до тех, кто ответственен за стройку этой школы, за образование и транспорт. Школу снесли для перестройки 4 года назад. С тех пор наши дети ходят в разные 2 школы, где у них нет спортзала, столовой, нормально обустроенного кабинета, санузла и, в конце концов, свободы. Они не могут выходить в коридор на перемене. Занятия сокращенные. 4 года дети что в транспорте, что в кабинете, как селедки в консервной банке. Родители также делятся, что собирались в сентябре 2023-го. Тогда обещали сдать школу в октябре, когда завезут оборудование. Потом в начале 2-й четверти. Но и в ноябре открытие не состоялось. А уже в декабре сказали, что объект сдадут в начале Нового года. Уже прошло больше половины января, но школа до сих пор не функционирует. Подрядчики заявляют, что была корректировка проекта, вынужденная из-за санкций отсутствия строительных материалов. Многие материалы отсутствуют, и надо уже проект корректировать. Вот, не можем найти подходящие по проекту, которые нам были заложены материалы, надо уже подходящее что-то другое искать, в другом месте искать. Доставка там, слишком много времени уходит. Соответственно, лимит тоже был переведен. Вы считаете жалобы родителей необоснованными? Конечно, необоснованные. Почему? Родители, я их понимаю. Они хотят день раньше, чтобы их дети зашли сюда. Но также было обещано, что с 10 января начнется образовательный процесс. В строительстве нет такого слова «обещали». Там все идет по закону. Образовательный объект возводится по федеральной программе «Сейсмика». Контрактная стоимость более 290 миллионов. 3-этажное здание рассчитано на 320 ученических мест. Заказчик Минстрой. Нареканий у ведомства к подрядчику нет. Подчеркивают, нарушений строительной компании не допущено ни по срокам, ни по качеству работ. Причин для того, чтобы жаловаться на подрядную организацию и вообще на этот объект нет, потому что все работы, они проводятся по соглашению, значит, все сроки соблюдены. Единственное затруднение тут у нас лимит, который предоставляется с федерального бюджета, он был заложен не весь полностью, да, а по чуть-чуть. Там в 2020 году начался объект, лимит, соответственно, построили. 19-й, 21-й, 23-й год. Последние 80 миллионов лимит у нас уже в 2023 году был заложен. По контракту у нас срок реализации до конца декабря было, и, соответственно, подрядная организация свои сроки выполнила. Никаких претензий к ним нету. По словам директора школы, причины задержки строительства объективные, и на затянувшиеся сроки могли повлиять и другие факторы. Как я вижу, в чем задержка, почему школу строят так долго? Мы с вами свидетелями были, Минстрой подтвердит, было стихийное бедствие, град, который обрушился на Республику Ингушетия. Благодаря этому граду у нас там немножко со задней стеной были проблемы. На это тоже требовалось время, чтобы устранять недостатки строителям. Поэтому сроки Минстроя были отодвинуты, да, застройщиков, чтобы он мог качественно закончить строительство данной школы. Да, родители, у них, конечно, возник вопрос, потому что мы ждали вот-вот эту школу. Мы ждали уже ее в сентябре, ждали еще раньше, но раньше уже сроки не позволяли. Мы ждали ее в сентябре, все. Причем и коллектив, мы все активно, как говорится, ждали окончания строительства этой школы. Были готовы войти. Но есть же технические, да, вот эти вот условия. Последний раз сроки перенесли в декабре 2023-го до марта 2024-го. По словам строителей, работы на объекте завершены практически на все 100%. Заявляют, что в первый день весны школа будет готова принять учащихся. Все работы выполнены, школа
полностью 100% завершена. Сейчас уже готовится документация для передачи заказчику. То, что я Минстрою объект до 1 февраля сдам, это уже 100%. А там еще есть дополнительные еще функции. После этого Минстрой должен этот объект передать Минимущество. Минимущество этот объект должен передать Минобразование. Но эти все работы не выполняются за один день, за 2 дня. Там тоже есть свои нормативы, свои сроки. Вот эти недобросовестные подрядчики за свой счет расширили эту школу на 400 мест. И здесь огромная работа проделана, не учитывая проекта, не учитывая сметной стоимости, которую мы сделали от себя. Для этих детей, для этих малышей. Сейчас вся необходимая документация Минстроем направлена в инспекцию Госстройнадзора Ингушетии для получения разрешения на ввод. После получения акта объект будет передан на баланс Минобра. Оборудование уже завезено полностью. На данном этапе, значит, у них наглядные пособия, но это день-два работы буквально. Они уже поступили. То есть мы должны уже прийти, несколько человек с коллективом, чтобы красиво, эстетично развесить, чтобы было приятно ребенку войти в класс и заниматься. Тем временем учащиеся школы продолжают получать образование в стесненных условиях. Детей приняли в 2 школах, 1 и 2. Это более 400 учеников. По словам педагогов, условия непростые. Вот такой своего рода склад со школьным имуществом, документами организован в коридоре. В общем, во время перемены не разгуляешься. Дети ждут возвращения в родные стены. Нам обещали то, что у нас будет актовый зал, спортзал и другие классы. Будет просторный класс и будет красивая школа. Я с нетерпением жду открытия новой школы. Абдулла, школы в школе. تأخ كيلومتر ما يسوي حواش حتى سجل سوق. أحي حلق школе مش حوش كل سوق شغاش أخرس. Кстати, проблему транспорта родители тоже затронули в своих обращениях. Транспорта у нас тоже нет. Родители сами организовывают платный транспорт, на что у многих не хватает средств. За каждого ребенка платим по 1500 рублей. Для тех, у кого несколько детей ездят в школу, это очень туго. Директор школы уверена, что в большей степени жалобы в сети вызваны транспортом. Местные участники подняли стоимость на 500 рублей с Нового года. А для многих такие расходы ощутимо сказываются на семейном бюджете. Проблемы с транспортом изначально не существовало. Родители были согласны возить детей. Но газелисты, вот я даже я писала служебную записку, газелисты подняли цены. Тогда родители стали обращаться и сказали, что это очень высокая цена. Я была очень с ними, конечно же, согласна. И такую цену родителям, как говорится, не под силу. Вот сразу на 500 рублей была поднята оплата. И сколько это? Это внутри села они развозят? Это внутри села они разводят, да. Поэтому мы... И какая цена за ребенка? 1500 за ребенка. Мы, как говорится, постарались. И будет теперь уже осуществляется подвоз учащихся. То есть вот эта проблема у нас снята. Главная проблема у нас сейчас окончание строительства. Мы ждем все с удовольствием окончания строительства нашей школы. Кто осуществляет подвоз? Кто вам предоставил транспорт? Подвоз, да, транспорт, государственный транспорт, по линии, как говорится, Министерства, естественно, образования, которое всегда на нашей стороне, оказывает всяческую поддержку. Однако родители в своих интернет-обращениях отрицают факт предоставления транспорта для перевозки детей. Нам за молчание обещали транспорт, на что мы сказали, если транспорта не будет, дети не выйдут в школу. Мы ждали неделю, но транспорт не предоставили. Зато начали сдавать нелегальный отчет, чтобы не догадались, что по какой-то причине огромное количество детей не ходят в школу. Где истина и где ложь, судить компетентным органам. Правда, в ходе выезда съемочная группа не заметила ни одного сильно переполненного класса. Во всей истории радует одно – на качество строительства новой школы никто не жалуется. В Минстрое отметили, что ее можно ставить даже в пример другим. Мы видим качественное построенное здание, благоустроенное, со всеми условиями внутри. То есть и актовый, и пищеблок, который, как говорится, модернизирован по последнему слову техники. Вся самая лучшая аппаратура собрана. Дальше у нас есть прекрасная, здесь мы видим котельная, тоже оборудована очень дорогим оборудованием. То есть школа в состоянии принять, как говорится, и обучать качественно детей.
Еще несколько лет назад дети учились в непригодных условиях. В старой школе не было столовой, спортзала, актового зала, санузлов, маленькие кабинеты, старая мебель, отсутствие необходимого оборудования. Об обещанном комфорте школьники наслышаны, в предвкушении. В старой школе не хватало спортплощадок, столовых, актовых залов и библиотеки, которая была меньше, чем та, которая находится в новой школе. С открытием новой родной школы положат конец и вечерней смене. Обучение будет проходить в одну. Ждать осталось недолго, менее 2 месяцев. В педсоставе школьники делятся, что ждать уже научились. Просто надеются, на этот раз сроки точно не сорвутся. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Новости 24.